Лев Николаевич Толстой в одном из своих мудрых изречений говорит: «Каждый хочет изменить человечество, но не хочет изменить себя». Вроде бы простая, банальная истина, но столько в ней мудрого, полезного для нас наставления. Когда мы говорим, что мы хотим изменить человечество, нужно понимать, что кроется внутри. А внутри сокрыто то, что изменить себя всегда тяжелее. И есть выбор. Когда мы говорим, что нужно изменить себя, то обычно человек начинает искать недостатки в других. Найдя недостатки, а при желании у каждого можно найти недостатки, человек успокаивается. Успокаивается, осознавая о том, что этот человек хуже, а я лучше, я могу не меняться. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: по-настоящему счастливый человек тот, кто стал смелым, признал свои ошибки и постарался их исправить, приложил полностью 100% своих усилий, чтобы исправиться самому, настолько, что даже перестал искать ошибки в других. Как мы знаем, в одном из примеров Всевышнего Аллаха Та'аля в Коране, одно из самых любимых дел шайтана — это искать недостатки в других людях. Когда Аллах Та'аля в Коране ему говорит о том, что «Я создал человека, поклонитесь всем», но не поклонился только Иблис, и он нашел оправдание. Он нашел оправдание и нашел недостатки Адама. Таким образом, он успокоился и возвысил себя. Поэтому, когда человек ищет недостатки в других, это путь для гордыни. А пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: тот, у кого есть весом с пылинку гордыни в сердце его, тот не почувствует не просто рая, а он не почувствует и запаха рая. Приведу я вам пример. Скажем, человек сидит, и у него лицо грязное. Заморалось лицо. У него есть два варианта в таком случае. Признать, что он не идеален, пойти и помыться. Но в этот момент страдает его эгоизм, его эго, и он сам, его авторитет. Но есть второй путь, который намного проще, он легче кажется. Не нужно признавать, что ты не идеален, не нужно признавать, что у тебя полно ошибок. Просто взять и найти ошибки, найти грязь и измазать ею лица других людей. Уже по сравнению с другими людьми, лицо этого человека, оно более чистое, и он может не мыться, потому что, сравнивая с ними, с другими, кого он запачкал, кого он измазал, он намного чище их. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как раз в одном из изречений говорит: умейте признать, что вы не идеальны, что у вас есть ошибки, и это первый шаг к исправлению. И постараться исправиться, постараться стать лучше. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, что каждый мусульманин, он должен становиться лучше и лучше. Лучше не чем кто-то, а лучше, чем ты был вчера. Ты должен завтра быть мудрее, умнее, понять новые знания, принять их, воспроизвести их в своих деяниях и стать ближе к Творцу, ко Всевышнему Аллаху Та'аля, тем самым приблизиться.